выводится все ядерное оружие, оставшееся после распада СССР. Но что остается после добровольного отказа от ядерного зонтика? У Беларуси практически нет армии. Так она выглядит в первые годы независимости. С середины 90-х все кардинально меняется. Начинается военная реформа. Профессии Воина возвращают прежний престиж. Ежегодно армия получает 25 образцов новых вооружений и техники. Мой отец начинал службу еще в вооруженных силах Советского Союза. Была немножечко другая структура вооруженных сил в целом. Это был Белорусский военный округ, это были корпуса, это были дивизии. Сейчас наши вооруженные силы стали компактными, их реформировали, они стали более мобильными. В последнее время происходит разработка именно отечественного вооружения. Об этом 20 лет назад и речи не шло. У нас оставалось вооружение, еще оставшееся Советского Союза. Что касается ракетных войск и артиллерии, да, то можно вспомнить реактивную систему залпового огня «Полонез», которая совсем недавно была принята на вооружение. Но на данный момент проводится модернизация этого комплекса. И все силами наших отечественных предприятий. Неважно, где служить, неважно, в каком звании. Я считаю, что в любом случае нужно быть профессионалом своего дела для того, чтобы в дальнейшем передавать свой опыт молодому поколению.